Друзья, всем привет! На улице у нас морозы, минус 35 градусов. По рыбалке взяли небольшой перерыв, но дома мы просто так не сидим, а занимаемся полезным делом. А конкретно что? Это у нас идет заточка ножей для ледобуров. Их у меня ни много ни мало. Сейчас я вам покажу, сколько их у меня. 3, 6, 10. Вот такие всякие. Вот таких вот целая упаковка. Сколько тут у меня? Вот таких. Они были еще раньше вот по 150-160 рублей. Сейчас вот такая пара ножей, просто без такой упаковки, стоит 220 или 250 даже рублей, не знаю. Я заходил, раньше я шел на рыбалку, просто покупал парочку, 2 пары ножей, допустим, и шел. Затупились, где-то что-то подправил наждачной бумагой на рыбалке, испортились, там заусеницы, отложил в этот ящик и дальше. И вот их у меня ни много ни мало, вот собрался вот целый ящик всяких разных вот таких ножей. В основном это, конечно, сотка, несколько ножей 150-х. Так вот, и прежде чем приступить к заточке ножей, хочу вас познакомить с точилкой, при помощи которых я точу эти ножи. Это точилка Жук, набор универсал. Конкретно вот там много всяких разных наборов в разных комплектациях. Оставлю ссылочку на сайт, заходите, смотрите, можно просто выбрать. Ну, в общем, что конкретно входит в набор универсал. Это вот такая вот фанерная коробочка, точилка Жук, фирменная коробочка. Вот. Что у нас в этой коробочке? На магнитиках, как бы она. Это руководство по эксплуатации. В принципе, вот сама точилка Жук, стойка шарнира, струбцина. И вот такие вот магнитные вставочки с неодимовыми магнитами для всяких разных ножей. Конкретно вот это у нас вставка для филейных и тяжелых ножей. 45 миллиметров вставочка для коротких клинков до 9 сантиметров. И идет у нас в этом наборе держатель для заточки ножниц. Также еще идет маркер в наборе. Это чтобы определять угол заточки. Ручка, куда вставляется алмазный брусок. Парковка, масло минеральное, так, в этот набор не входит вставочка для заточки ножей ледобура. При заказе я специально указал, и мне вложили эту вставочку, потому что основная цель, для которой я указал, это, конечно же, для заточки ножей ледобура, потому что я уже говорил вам, пытался точить ножи для ледобура всякими способами. Ну, когда-то получалось, когда-то угол не получался. В основном получалось только немного подправить, а качественно заточить не получалось. Так что вот эту вставочку я дозаказывал отдельно. Ну и вот такие вот алмазные бруски в комплекте идут. Это на 240 грит, на 600 грит, на 1000 грит и на 6000 байкалит туфит. Это уже для шлифовки конкретно. Это вот самый крупный для поправки заусениц. Это помельче уже идет. Это для шлифовки уже. Это уж конкретно вот
чтобы шлифовать. Но это для заточки ножей, чтобы доводить их до идеальной заточки. Ножи для добура можно затачивать, я скажу вам, вот этим 240 грит, и большего не надо. Я так думаю, идеальные заточки, там, чтобы зашлифовать, это ни к чему. Вот я пользуюсь одним бруском 240 грит, и этого вполне достаточно, потому что ну, можно так еще шлифануть 600-кой, но это уже так, на любителя. Вот, ну что, давайте конкретно перейдем к руководству по эксплуатации, к инструкции. Здесь все коротко и ясно, что, как, зачем. Гарантийные обязательства, кстати, производитель дает год гарантии на все детали, представляется гарантия 1 год. Срок представления новой детали до 14 рабочих дней. Ну, я так думаю, что здесь в принципе ломаться нечему. Так, подготовить точилку к работе легко, как раз, два, три. Раз, это поднимите стойку, вот она так лежит, подняли вертикально и затяните барашек. Здесь не надо никаких отверток, все при помощи барашков. Все, барашек затянули, все готово. Ставьте направляющий держатель в держатель бруска и затяните барашек. Так, это у нас вот так. И затягиваем барашек. Готово. Вставьте направляющий держатель в шаровой шарнил и разместите его на парковке. Убираем. Вставляем. Вот это берем, чтобы не мешалось. Вот так вот все делаем. Где у нас парковочка? Вот у нас парковочка. Так. Вот у нас парковочка. Раз. И два. Как-то вот так. Примерно. Ну это определяем угол заточки. Вот. Все, в принципе, точилка Жук готова к работе. Так, ну что, вот это пока мы убираем все. Оставляем. Ну сейчас, в принципе, давайте я вам покажу коротко, как точить ножи. Это давайте возьмем вот, к примеру, вот этот ножик. Вот такой вот ножик. Закрепляем точилку с помощью струбцина. Все четко все держится. И ставим нож вот так вот. Магнитный держатель. Это упор. Чтобы закрепляем упор ровненько. Можно точить буквально всякие разные ножи. Так. Все. Все ровненько закрепили. Вставляем нож. Все, теперь он никуда уже не денется, он держится капитально. И все. И выставляем угол. Для этого маркером чертим режущую кромку. И выставляем угол. Так, это сразу видно, что много. Давайте отпустим самый низ. Брусок мы еще не поставили. Так, ставим брусок. Алмазный брусок. Затягиваем. Ну все, в принципе, вот готово. Точилка к работе. Сейчас остается. Ну вот это у нас минимальный угол получается, самый минимальный. Вот с этого и начнем. И вот такими вот движениями
не так вот, вот так вот, по всей длине лезвия. В принципе, если постараться, можно довести нож до идеальной лезвия, до идеальной остроты, потому что, я вам повторюсь, вот с помощью этих брусков сначала грубую заточку, потом 600 грит подготовка к шлифовке, потом 1000 шлифовать, а этим доводим уже до идеала. Проверяем кромку. Вообще, знаете, как я проверяю лезвие остроты ножа? Просто берешь нож, ставишь на ноготь и двигаешь под своим весом. В общем, нож не должен скользить по ногтю. Если он скользит по ногтю, значит нож тупой. Но вот этот мы видим уже не скользит. Ну, давайте что-нибудь порежем. Вот, скажем, вот такой вот листок бумаги. Ну, в принципе, бумагу режет. Значит, в принципе, уже заточили. Это мы только сделали грубую заточку. Довести до идеала можно вот при помощи этих брусков, но это будет долго. Так что давайте мы покажем, как затачивают ножи ледобура. Здесь мне не нужны никакие отвертки, ничего, все при помощи барашков. Так, убираем эту сторону. Достаем для заточки ножей ледобура и закручиваем. Так, все ровненько, все затянули. Это нужно пока убрать, чтобы не мешалось. Так, ну что, давайте теперь приступим к заточке ножей для ледобура. Возьмем вот любой первый попавшуюся пару ножей. Если они лежат в этой коробке, значит они уже туповатые. Так. И закрепляем при помощи вот 2 болтиков. Обратите внимание, вот здесь 2 отверстия, одно круглое отверстие, второе продольное. Это можно при помощи одной вставки различные ножи. То есть это вот у меня соточка, можно, скажем, 130, 150, вот в зависимости от ширины отверстий. Вот. Раз, два. И затягиваем все барашками. Готово. Теперь что делаем? Закрашиваем полностью вот так, чтобы ровненько получить угол заточки, чтобы не меньше, не больше. Кстати, есть угломеры всякие разные. Вон. И смотрим, вот здесь раз провели, видно, что вот это видно, что грубо уже. Сразу поднимаем угол. Так, где-то так. Сначала смотрим. Маловато.
Видно, что затачивает только край кромки. Поднимаем выше. Так, тоже не попали. Это вот так. Так, еще чуть-чуть отпустить. Ну-ка, смотрим. Еще чуть-чуть отпустить. Ну вот, пожалуй, теперь снимает ровненько. И вот такими вот движениями, не надавливая, спокойно под своим весом производим заточку. Как мы видим, то, что мы покрасили маркером, снимается ровно. Значит, мы угол заточки выбрали правильно. Вот как-то вот так. Точим до тех пор, пока здесь не образуется режущая кромочка. Вот. В принципе, я сразу же, чтобы менять угол заточки, вот мы нашли правильный угол заточки и затачиваем. Потому что вот когда мы перевернем нож, тут уже надо будет искать другой угол заточки. Я обычно вот заточил этим углом, скажем, одну сторону, тут же снимаю, ставлю, это уже в принципе он готово. Если вы хотите просто уж там идеально, чтобы было острое, можете поменять бруски. Я вам говорю, вот этого мне 240 бруска хватает вполне. Это для заточки ножей, для идеального состояния. А так вот, ножи для ледобура. Было время, мы вообще на точильном круге, на наждаке точили, и нормально было. Ну там только угол, бывает, что не соблюдает, и много ножей мы испортили в свое время. Ну все, вот готово. Кромочка появилась. Все готово. Теперь все это мы деловое хозяйство откручиваем. Вот не знаю, видно, не видно, покажет. Вот небольшая кромочка вот есть с этой стороны. А здесь вот заточила просто идеально. И теперь также вот поправляем вот эту сторону. Для этого поворачиваем нож сюда и закручиваем одним болтом. Так, затянули, ровненько выставили все это хозяйство. Так, и вот как мы видим, сейчас вот покажу вам, вот этот угол уже не подходит сюда. Вот по этой причине я вам говорю, вот сначала несколько ножей я затачиваю вот так вот, одним углом, который выбрал уже. А потом уже перехожу к этому углу. Вот, если смотреть, точить вот под этим же углом, видно, что вот стачивает вот эту кромку, а здесь не берет, то есть меняется угол заточки. Так что получается, немножко надо отпустить. Для этого вот так вот немножко отпускаем.
Вроде угадали. Сейчас посмотрим. Затянем. Ну да, снимается ровненько. И с краю, и с боков. Сейчас он потихоньку вот это дело доведем до идеального состояния. Все, краски почти не видать. Смотрим. Кромочка появилась. Все готово. Нож готов. Также ставим второй нож. И затачиваем. В принципе, я говорю, ножи получаются такие же, как в магазине. В общем, вот эту кучу ножей можно заточить, в принципе, за один вечер. Этого хватит на несколько рыбалок. Ну а если у кого-то нет, скажем, вот такого количества ножей, скажем, 3-4 пары всего, то вполне возможно вот такую точилочку взять, скажем, упаковать и с собой взять на рыбалку. И там в избушке, пожалуйста, вечерком, ночи зимние у нас длинные, сели вечерком, закрепили с помощью струбцы на эту точилочку, жик-жик-жик, и все ножи, которые затупили в течение дня, быстренько заточили. Как-то вот так. Ссылочку я на эту точилочку оставлю в описании. Заходите, узнавайте, интересуйтесь. Лично мне эта точилка нравится. Я вам повторюсь, заточить ножи ледобура это одно. Кроме этого можно тут заточить всякие ножи, ножницы, стамески. Ну, все, что режет. Такой вот сегодня у нас обзор нашей точилки Жук. Заказывайте, точите и не покупайте столько ножей, сколько покупал в свое время их я. Вот на это я потратил деньги. Я вам говорю, это только, ну, не малая часть, но половина того, что я покупал этих всяких ножей, можно купить не одну точилку Жук, это точно, при нынешних ценах на эти ножи. 250 рублей пара ножей, это никуда уже не годится. А так, взяли, заточили и все хорошо. Так что встречаемся скоро на рыбалке с острыми ножами. Она скоро будет. До встречи на канале Кумир Рыбак.